Мария, слухай, познавай, живи с Богом. Похвалений Єсус Христос, поважані радіослухачі. Як кожну середу ми збираємося на катехезу о 11 годині. Її проводить для нас ксьонц Олександр Фоміних. Похвалений Єсус Христос. На веки вечные, амен. Тішуся знов тут быть, и будем сегодня знов протягивать конференцию о сакраменте бежмывания, сакраменте Духа Святого. Пошнім разом ми з вами розмовляли, що нам дає сакрамент бежмывания, да, і до чого він нас закликає. Ось один из фрагментов было это молитва, да, мы казали, что человек, христианин, повинен быть сталым в молитве, так само сталым в читании Святого Писания. Помолимся до Духа Святого, попросим Отца Небесного, как Он соправды дал Духа Святого и возбудил нас этого Духа Святого, как мы не только могли слухать или чуть то, что Пан Бог каже нам і виконувати то, да, ну, християнство – це передусім не тільки слово, не стільки слово, скільки чини. А чин завсюди, ну, якби, скажем, ну, не вельми легко чинити, але з допомогою Духа Святого, з допомогою моці Божої, Його любові, то чоловік може переодолеть все. Отче Небесный, просим Тебя во имя Твоего Сына Иисуса Христа, с Духа Святого, моці Ягони, об той мудрості, яку Він вливає в наше серце, щоб ми могли справді виконувати Твою волю, ми могли йти тим шляхом, на який Ти нас покликав, през сакрамент Святого Христу, през Ісуса Христа, який віддав своє життя на крижі, і так само Він дал этого Духа Святого и послал этого Духа Святого для оживления, для будования Костела, для будования єдності, а так само для нашої святості. А той, яка з'являється повною Духа Святого, яка прийняла від Духа Святого Слово, яке сталося тілом, Найсвятішу Панну Марію, яка успирала, яка підтримувала апостолів після небовшествия Ісуса Христа своєю молитвою. Просимо так само молитві і доручаємо ту справу Радіо Марія, справу духовную кожного из нас, нашей країни, Костела на Беларуси. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Як уже казав, да, ми з вами. Хотів би нагадати, поважані радіослухачі, що можна дзвонити нам у прямий ефір, коли у вас є питання відносно сакраменту конфірмації, то ксьонц Олександр паспрабує і адкаже на ваші питання. А телефонувати можна на наші номери, і нагадаю їх велком. Гэта плюс 375 44 513 73 97. МТС плюс 375 33 673 09 73 и городские номеры 8017 399 17 21 и еще один 8017 364 69 64. Так само у нас есть Skype, Радіо Марія Бай. Можете телефонувати і у Skype, і у Viber. Гэта велком. Так само вы можете глядеть нашу катехезу и у прямым эфире на нашем сайте. Есть видеотрансляция. Запрашаем, коли ласка. Да, от некого часу есть уже відеотрансляція. Я так само проглядаю свої конференції, коли особливо вертаюся, не їду на машині, але їду на маршрутці, переглядаю свої конференції. Не тільки свої, але тут вельми цікаві конференції є і отця Дмитрія Пухальського, нашого канцлера, каноніка, такі, так що вельми шмат можна довідатися. Чоловік, ну, є этот дар мудрості, дар чоловік
які Дух Святий дає, дар веди, да, то так само апошнім разом, як в п'ятницю ми розмовляли, то з психологами, то отець Олександр акурат таку енцикліку папи Іоанна Павла II, скажем, відкрили. Це віра у розум, да, чоловік, він має розум, дар розуму, да, дар віри. Да, і цей розум так само чоловік повинен використовувати. Наша мудрость, інтелектуальність наша так само повинна розвиватися. Менавіта для гэтага так само ёсць Дух Святый, ён чыніць гэта, то, што мы можам развівацца, то, што мы можам становиться новыми людьми, новыми створениями. Не надаремно Святой Павел написал, кто в Иисусе Христе, то новое створение. Да? Дух Святый чинит все новое, Он обновляет нас и повинен. И когда мы поддаемся деянию Духа Святого, то мы опошнім разом размовляли с вами, ось, как быть сталым христианином, повинен жить поводле Духа, а не поводле тела. И еще раз нагадываю это и слово с Евангелия поводле Святого Матвея, 16 раздел, 25 верш. «Якая ж корысть человеку, коли он хоть бы весь у свет здобыл, аж души своей нашкодил». Да? То, что, скажем, мы здобываем для души, это вельми важно. Да? Человек повинен клопотиться першую чергу об речах духовных, а не... На жаль, толькі опять зноў этот свет нам показывает, что найгалоўнейшае так стаецца в жизни, что это материальное. Никто не кажет, что нематериального не трэба, да, розныя рэчы там патрэбны в жыцці, в евангелізацыі, в працы Радіо Марія, ці мікрафон, ці абсталяванне, якое маюць, так далее. Але все для, я так думаю, что это накіравана для духовного, повинно в нашем жыцці так повинно быть, каб мы сапраўды былі людьми духовными, больше возрастали з этого человека такого душевного, якого Пана Бога нема, да, це человека телесного, у якого есть Пан Бог и в интересах, але он ще душевный, и в нем телесный, перепрошаю, в його житті є і зайздрості, і сварки, інші речі, да, як хуставка, як Святой Павел пише, що як хуставка, яка там, скажем, в один бок, а в другий бок хюстається там. Ось, ну, чоловік повинен зростати і, скажем, метою нашей повинен бути духовний чоловік. Тому сакрамент бежмывання, він знову закликає нас, до этого, закликає нас, каб ми сапраўды больше становились христианами, и яно, скажем, бежмывання, сакрамент бежмывання мае вялікую ролю таксама ў дзеі збаўлення, да, будаванні гэтага збаўлення. І нават у старым запавеце, калі мы прачытаем, калі мы вельмі, скажем, мы чытаем уважліва, то пророкі, вельмі шмат пророкаў гаварыла нам о Духе Святым, да, і той самый пророк Езекіэль ось аж 2 разы казал в 18 разделе и в 26, что там вам духа, дам, заберут сердце каменное и дам нам сердце с тела, да, духа нового волі ваше. Пророк Йоэль, на якого спосылался святой Петр, коли был день Пятидесятницы, пророк Исаия, поглядите-ка, 4 раздел Евангелия поводле святого Луки, коли Пан Иисус приходит, само слово Христос, да, Христос, Мишаяху означает намощенный, а Христос намощенный Духом Святым, и Он приходит в моце Духа Святого у Кафарнаум, синагогу, я не перепрошаю, в Назарет, в Назарет синагогу, и подают ему книгу пророк Исаия, он разгортывает эту книгу и кажет, что Дух Пана на мне, да, Он послал меня, Дух Пана. И это Дух Святой, Он дейничал, Он засюды дейничал в пророках, дейничал так само в королях и у святарах, намощали этих людей,
выбирали этих людей, да. Вось, і менавіта у катэхізме касцёла каталіцкага копии 1286 есть такие написано: в Ветхом Завете пророки возвещали, что Дух Господень почиет на ожидаемом Мессии, ибо Он должен принести спасение. Сошествие Святого Духа на Христа во время Его крещения Иоанном было знаком того, что Он есть тот, кто должен прийти, что Он Мессия, Сын Божий. Он был зачат от Духа Святого, и вся Его жизнь, и вся миссия исполняется в совершенном общении с Духом Святым, которого Отец дает Ему немерою. Это Евангелие по для Святого Иоанна, 3 раздел, 34, да, Дух не 34 вірш, Дух не дає. Ось. Певні Духа Святого, і вона попросту стається, як би, скажем, її отримлює Месія, і він, по-моєму, попросту передає или переказывает, повинно было это деяние Духа Святого было переказано всему народу Божьему. И сам Пан Єсус вельми шмат разоў казав, так само, як пророки Старого Заповіту. Ось, то Пан Єсус вельми шмат разоў казав об Святому Духу, коли ми читаємо, наприклад, 14 розділ, 15 розділ, 16 розділ, ось, Євангелія поводле Святого Яна, то в 14 він каже, що лепей было, каб я одійшов від вас, да, он называет Духа Святого сутешальником, параклетос, не только сутешальник, на греческой мове это слово означает адвокат, защитник, да, оборонца наш. Дух Святой нас обороняет от грехов, да, он освящает нас и показывает нам. Об этом еще будем так само в дарах Духа Святого, всем даров Духа Святого размовлять, то, что ось буде говорка об этом, что там дає нам і як ми повинні користатися. І менавіта после своего воскресения Пан Иисус, приходячи до апостолов, он дыхнул на Духа Святого. И это вельми важно, да, вельми важно то, что ось и апостолы, скажем, яны, мы уже казали об этом подчас Пятидесятницы, яны атрымалі гэтага Духа, ось, але як бы там пережили свое безмывание или становление, конфирмация безмывания, да, зноў было праз Иисуса Христа, и на апошняй вечеры Пан Иисус предказал тяжкие выпробования, да, калі ён отойдзе, да, які чекает апостолов, але одночасово, скажем, потешил их, сутешил их, пообещал моц от высока. Ось, тому было предугледжено, як кожний сакрамент, він був предугледжен Паном Богом. Я вже казав, що ми на початку розмовляли, що сакрамент – это такой видовочный знак невидовочной ласки Божией, якою мы отрымливаем перед усім. Но подчас Святого Хресту это ласка свячальная, или подчас сакрамента безумовно такая ласка действенная, якая может дейничать в нашем житті. И Пан Иисус, нас утешаючи, апостол, он казал, что коли бы вы меня любите, будете выконывать мои наказы. Я буду просить Отца и іншого сутешальника, и Он даст вам, каб с вами был назавсёды. Это Евангелие поводле Святого Иоанна 14, 15, 16, да, каб был с вами назавсёды. Дух Святый повинен з нами быть назавсёды, іншого сутешальника. Иисус Христос доходит, але Бог, треба просто пам'ятати, що Бог ніколи не забувається о чоловіку. Бог завсёды присутнічає в житті чоловіка. Коли чоловік одійшов від Пана Бога, коли чоловік сказав: «Пане Боже, ти мені не потрібен», то він завсёды присутнічав у житті чоловіка, він був побач, він завсёды шукав можливості, якби того чоловіка попросту знову вернути до себе, да. И не только, как, может, человек некоторые думают, что я не хочу ничей быть властностью, только знову же для добра. Бог чинит для добра человека. Там треба
зразумець гэта не для свайго добра, бо Пан Бог самадастатковы, да? Але першае, што ён калі стварыў нас, он взял адказнасць за кожнага з нас, да? Вось за мяне, за цябе, за кожнага з нас. А з другого боку, любоў яна стала, і любоў яна ніколі не перестае, так Святой Павел написал. Любоў она альбо ёсць, альбо ее нема. Менавіта вось это разуменне, зразуменне этой такой незвычайнай любові, якой з'яўляецца Пан Бог, нам дае Дух Святой. І Святой Павел пишет у першым пасланні до Коринтянам 12:3, што ніхто не можа назваць Езуса Панам, як толькі Духом Святым, да, як толькі Дух Святы нам чыніць, учыняе гэта. І вось менавіта выконваць запаведзі можам і наказы дзякуючы Духу Святому. Далей святой Ян пишет: «Вас утешитель Дух Святой, якога Отец пошле у мое имя, и Он вас усему научит и припомнит вам все, что я вам сказал. Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, не так, как дає свет, я вам даю. Нехай не тревожится сердце ваше и не боится». Евангелие поводле Святого Яна, 14 розділ, 26-27. Знов Пан Єсус обіцяє супокой, а плоды Духа Святого, там есть один из плодов Духа супокой. Пан Єсус, коли Он воскрес и пришел, вдохнул и сказал первые слова, и Пана Єсуса были учням: «Супокой вам». Бог не жадає, щоб в наших серцях був непокой, було якось роздрай якийсь і так далі. Да? То Бог жадає, щоб в наших серцях був супокой. Супокой этот приносит воскреслый Иисус Христос. Иисус Христос в Духу Святым, Духу, да, и Он дає вам, Дух Святый, Сутешальник, Он не только дает, Он нас всему научит и припомнит вам все, да, как Пан Иисус скажет, что Дух Святой научает. Дух Святой з'является таким добрым наставником, коли мы сапраўды открываем сердце. Дух Святой з'является наставником у наших, в нашем житті, повинен быть, да, чтобы зразуметь это все. И тому в этом установлении, в этих планах установления этого сакраменту есть то, что Иисус Христос скажет, то, что Он не только каже, але потом все это дейничает. И после своего воскресения Он не только Он приходит, да, Он дыхнул и дал Духом Святым, Он говорит про Духа Святого, Он размовляет с учнями, да, перед тем, как Он в небо в шествие Его было. И Он размовляет, и Он обещает, и Он как бы наказывает им ось тое, что этот наказ, он не примус такие, да. Пан Иисус скажет, коли примите Духа Святого, 1:8, да. И деяние. Еще ранее, как в Деях апостолов, перший розділ, верши 4, 5 и 8, Пан Иисус скажет: «Вы чули им от меня, казал я, Ян хрестил водой, але вы не в забаве будете охрещены Духом Святым, коли Дух Святый сойде на вас, отримаете Его на эмоции, будете моими свидками в Иерусалиме, в всей Иудее, в Самарии, аж до конца земли». И менавіта знову это обещание Духа Святого, это обещание того, что было у пророков, то, что обещали пророки, потом Иисус Христос дает такое обещание, дает такую обетницу, что будет Дух Святый, апостолы, да, как бы поглядеть на это, апостолы, вы отримаете бежмование, вы отримаете намощение Духом Святым, намощение моцею. И поглядите, что здарилося. Уже я неоднократно вельмі разоў вяртался до гэтага, што здарилося. Те, якія пакінули, якія Святой Пётр, які здрадзіл 3 разы, те апостолы, якія паўцікалі, да, якія там адмовіліся, адзін был, толькі стаял Ян под крыжом, яны стали, из боязливцев они стали такими героями, стали такими, скажем, моцными, и обещали, и отдали свое жыццё, обещали Евангелие, и это вельмі Евангелие вельмі хутка разнеслося, так и распаўсюдзілася по всей земле, там,
по всей бассейне Средиземного мора, ну, так, конец земли, то і в Рим, і вже вельми хутка, да, вже в першому векі было Евангелие обвещаемое, да, христианство было в Риме. И пан Єзус виконав гэта абяцанне пасля свайго адыходу на 50-й дзень. Апостолы атрымалі этую моц. Не толькі апостолы, касцёл нарадзіўся, а касцёл атрымаў гэтую моц Духа Святога. Езус Христос, можна сказаць, што он выліў такую намацальную любоў Бога Айца, якой з'яўляецца любоў Бога і Сына. Это намацальным, скажем, сведчаннем этой любові есть Дух Святы, які сапраўды вылівае. Зноў святой Павел пишет в листе до Римлянам 5:5, что любовь Бога разлилась в наших сердцах Духом Святым. Да? Любовь Божия, она разливается, она вылилась в наших сердцах Духом Святым. И менавіта мы можем попросту адчуваць, не толькі адчуваць, але переживать эту любовь, делиться этой любовью, як апостолы на 50-й день это адчулі. И где апостолы нам кажут, да, як это было, раптом почули шум з неба, быццам удар порывистого ветру, и наполнил весь дом, в якім они были, то есть апостолы и учні Езуса знаходзіліся, и показались им так само языки, як бы быццам з вогню, якія разделились на кожному из них, затрымаўся один, и все наполнились Духом Святым. Это Деяния апостолов 2, другий розділ, верши 2, 3, 4. Раптом, да, наполнились. Я уже на початку мы почали розмовляти об сакраменті бежмывання. Я вже казав, що менавіта на гебрейській мові руах, ці на греческой мові слово пневма, яны означають духа, да, дыхание, так само ветер. И тут мы чуем, что менавіта так бы порывы как ветру, да, там моцные такие вогнистые языки, огонь такой есть. И нам было намашение, отрымали Духа Святого. Это дуновение, дыхание Бога, руах, да, это пневма, дыхание Бога, якое, скажем, змяняет человека. И чому це знову здарилося? То Бог жадає для чоловіка добра. Знову собі треба уявити, пан Бог жадає для чоловіка добра, для кожного із нас. Якби чоловік, ще відходячи від пана Бога, да, і він прийняв такого духа смерті, да, цивілізацію смерті. Ян Павел II святий вельми моцно це підкреслював. Да, Бог, він з'являється такой, является особой, якая распаўсюджвае цивилизацию любови. Или человек, скажем, выбрал сам это. И Бог жадае, как только в любови человек может жить и быть счастливым, сапраўды. Менавіта это здійсняется то, что было предсказано пророками, то, что измена сердца, як у пророка Езекииля, да, и намощение, то, что Бог Святый, Дух Святий, пан Єсус сказав, це для кожного із нас дотичить, що Дух Святий намастил и послал меня. Да. Дух Святий нас намастил и послал. Я вже на прошлой катехезе казав, що заданням так само христианин заявляется свідчення. Да, это задание сталости веры. Человек в сталой вере, он повинен свідчити, он повинен быть рыцарем, да, Бога, Божьим рыцарем, боронить веру, розповсюджувати віру з допомогою не такого меча, як там крижаки були, да, там крижовці були, але меча Духа Святого, меча, скажем, Слова Божого, тим так само ми розмовляли. І цей знак, і він такий моцний вельми знак присутності Бога, і він повинен, потрібен, як
людзі в Іерусаліме заўважылі гэтае вялікае здарэнне, да, то што здзейснілася пасля воскресення Езуса Христа. То, что он после его у неба вшествия, такая незвычайная падзея. Но эта незвычайная падзея, она дзейнічае сёння таксама і в нас. Да, святой Іронім сказал такие слова, калі было перетворение воды в вино у Кане Галилейской, то мы это вино до этой поры пьем. Датычыла, скажем, Евхаристия, или так само датычыла Духа Святого, да, там, то, что мы наполняемся этим Духом Святым. Дух Святый приносит радость, дае радость, там, дае новое жыццё, дае ось тое, что, скажем, мы можем зноў быць сведкамі. Глядите, огонь, что дае огонь? Огонь дае тепло и светло. А есть такая, вот, некалькі казанняў указала, есть такая книга «Битва за огонь». Я не памятаю, кто ее написал. Але там две таких, скажем, было племя, якое, это были еще до, скажем, до историчное племя, якое атрымала огонь там праз маланка з неба, а потом этот огонь загас, и они попросту замерзали, они пошли, начали шукать этот огонь. Да, для них было вельми важно это жыццёва, для жыцця, каб знайсці гэты огонь, потому что было холодно и не могли бы замерзнуть, да, так само вось этот огонь мало светло, он светит, или так само обогревает, огонь Духа Святого, он согревает наши сердца, согревает наши души, и, скажем, Дух Святый дае учням Иисуса Христа, дае зразумець Божию таямніцу. Поглядите, в 104-м псалме есть написано, что Пан Бог апранаецца святлом, як шатаю, як різаю, на мове, да, расійскай, як різаю шатаю, святлом. И Бог з'являецца сам святлом. Пан Иисус это подкресливал колькі разоў, 8:12 Евангелия поводле святого Иоанна. «Я свет миру, и кто идет за мной, не будет ходить в темноте, только будет иметь свет жизни». Да? Светло будет светло життя иметь. Так само в 9 разделе, коли Пан Иисус оздоровляє человека неведущего, человека слепого, и так само он об этом каже, да? Свет, Бог дає нам, дає світло, і можем таємниці гэтые познавать Бога, да, познавать Его, ось, познавать Его самого. И огонь, скажем, имел выгляд таких языков огненных. Да, памятаем гору Синай, гору Хореб, коли Пан Бог сошел и дал 10 заповедей, там, и там был огонь, были маланки, был землетрус такие, это огнище, так написано в этом книге Заходу, что гора палала, гора горела такая, она моцно так палала, ось огонь, и те слова, які атрымаў народ Израиля от Пана Бога праз Моисея. Так само, да, это слово, передусім, 10 Божьих заповедей, это слово любови. И так само тут, скажем, это огненные языки, коли апостолы атрымалі их подчас сходжання Духа Святого, то это они наполнились любовью, да. Нормальный еврей, он так себе может взгадать, там, что были они у горницы на 10 на другим цирком по версии на вышині, и этот огонь запалил Духа Святого, запалил в сердцах апостолов эту прагу свідчить об Ісусі Христі, свідчить Божій любові, да, об Його нам слові. Ось, і обвіщать збавлення праз віру в Ісуса Христа, праз покаяння, праз хрост, чим святой
Матфей пишет, мы уже размовляли об этом так само, да, что «идите научите все народы хрестячих во ім'я Отця і Сина і Духа Святого», дае такой місійний наказ, і этот наказ здійсняється менавіта вельмі моцна пасля сходжання Духа Святого. І таким чынам, апостолы, якія пакінулі Ісуса Христа, да, якія пакінулі падчас яго пакутаў, якія памятаем, это барацьба, это змаганне ў садзе аліўным, калі пан Езус змагаўся, ну, вот, крывавы пот, вось цёк з ягонага твару. То апостолы спалі, да, апостолы не маглі там, ну, пан Езус таксама дакарал іх, кажучы, ну, не маглі ў одну гадзіну маліцца за мной і быць. Богу, скажем, стали эти апостолы, ну, они обудились до нового життя, они стали отважными и незломными, да, у знании святой веры. Петр, який отрекся от страху, ось он стал и зачал мовить, казать, той, який был рыбаком. Вы ведаете, что рыбак не вельмі шмат штосьці кажа, да, ось толькі ён працуе руками. Той, який попросту быў, ну, можа, не вымоўным, таким вымоўным, але стал и зачал промовлять, и так моцна, что навернулось 3000 человек. Что нам робить, браты, так, спросили у апостолов, да. И святой Петр сказал, что покайтесь и хреститесь, и примет каждый вас дар Духа Святого, якого ви бачили, діти, якого ви бачили. Ось, і эта отвага, она, скажем, не з'являється таким хвилинним настроєм, але, скажем, з'являється справдной, потому что человек может вызнавать, и она показывает мужность веры, да. И сегодня вельмі необходимо это, да, вельмі необходимо, как мы были жаўнерамі Иисуса Христа, как мы были ягонымі сведками в этом свете, якой, ну, згине. Поглядите, что отчинится, что робится в свете, да, принимает такие законы, якія дозволяют эти сувязі, скажем, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, да, это и называют еще так, ну, скажем, в предисловии шлюбом. Никакой шлюб только может быть поміж женщиной и мужчиной, да, пан Бог сотворил мужчину и женщину и поблагословил их. И там, например, забойство ненародженных детей, колісті, может, полмесяца или сколько-то там, не так давно, референдум был в Ирландии. Это одна из нешмат клікіх країн, в якій были заборонены аборты, да, забойство ненародженных детей, то референдум, народ принял такое решение, что был референдум за то, как дозволить забойство. И так в Европе это насельництво, оно зменшается, меньше и меньше становится всего. Больше и больше засилия с краин, скажем, где нема этого, да, с исламских краин, все это. И люди не глядят на это, люди не, скажем, заслеплены этим. Тому мы повинны быть мужными, повинны быть так, как апостолы, да, обещать это. Как не было, скажем, этого хвилинного настроя. То есть, может, это проявлялась эта мужность веры. И поглядите снова, потом через несколько дней святой Петр и святой Ян, они были, когда они отпущены были затриманы през юдеев, які погрожали им смертью, они будут, скажем, были битые, и они радовались, что Деяния апостолов 5:41, что могли годными терпеть за Иисуса Христа. Ну, варьятство, да, там их побили, они радуются, тешатся с того, что их там побили. И такое доброе, в добром сенсе варьятство, оно повинно быть в каждом христианине. Мы повинны быть радикальными в том сенсе, что радикально выбирать Иисуса Христа, да, выбирать ягоную науку, а не науку этого света.
ніякого але не може бути, да? Ось то. Я вірю там але, да? Пам'ятаю, розмовляв з чоловіком, який скончив теологію, католицьку теологію, і на конт беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии догмат, этот человек сказал: я верю, але не верю в то, что Найсвятейшая Панна Мария была зачата беззаганно. Як можна вірити, наприклад, в то, що 100, скажімо, але не вірити в то, що інше, да, то, що Костел дає. Дякую Пану Богу, що ніколи не було сумнення, що Иисус Христос народился, что Он Бога человек, и то, что Найсвятейшая Панна Мария является Матерью Божией, хотя же были разные там сомнения такие, как есть там, розтерки, да, я не люблю як искривленного в уголі чогось там, да, коли, наприклад, ставят выше когось выше за Бога, да. Але так само я ніколи не засумнівався, і то, що Найсвятейшая Панна Марія була беззаганно зачата. Але дякуючи Духу Святому, дякуючи тому, що Дух Святий, і я і молився, і молюсь часто ось о Духе Святым, і так у нас у супольності, не тільки в супольності, а в Духу Святого є перша молитва, коли ми розпочинаємо молитися, це мы просим Духа Святого. Дух Святой так дейничал, что я николи не засомневался, но это широ. Я не был бы католиком и святым католицким, коли бы я сомневался в том, что Костел принимает догматы, да, на беззаганном зачатии на Святейшей Панны Марии. Что она была беззаганной, но это дякуючи тому, що, скажімо, я мав добрих викладовців на Маріології, де Дух Святий так само дав якесь так розмислі, да? І вона з'являється чоловіком. І коли б вона була заганою, то чоловік, Бога-чоловік, Ісус Христос з'являється Бога-чоловіком, да? То Бог там он беззаганный, или сама человечья натура взял с Панны Марии, то в таким разе бы, як было бы беззаганной, потому что Христос, он беззаганный, да, и он святый. Тому, скажем, вот такие справы, ну, я вельми часто чую такие справи, это, якби, скажем, то, что удоводнить, а это нереально, это не історично, а это інші речі. Є такі справи, які просто треба вірити, да, вірити. То, що Святое Писание каже, або нам традиція Костела передає, вірити, це менавіта ось Дух Святий допомагає, і нам допомагав апостолам, да, і нам терпіти за Ісуса Христа. Ви поглядите, скільки перших християн, да, перших мучень, будемо 30-го, менавіта 29-го будемо відзначати урочистость, обов'язкову урочистость святих Петра і Павла, а 30 червня є такий вспомин перших мучеників Римського костела. Да, не надаремно, є після 29-го, ну, вспомин не обов'язковий у нас, але треба в этом пам'ятати, да, перших мучеників Римського костела. Чому за апостолами сразу вспоминаются эти мученики? Чему они стали мучениками? Потому что они верили в моц Божию, верили в то, что Бог является Богом живым, то, что Он каже, и Он завсюди виконує, то, що Христос помер за кожного із нас і воскрес. Он дал моц Духа Святого, яким може попросту чоловік перенести це, може переслід перенести, може перенести в то, що буде там казати, що ти варіат, або інші там речі, да, там що-то не таке якось, там, или не ведаю, да. Эти шарой массой такой, шаром над толпом быть, ну, нібито легко, але Бог учинил человека особой, да, тебе, як мені, кожного із нас учинил особой, менавіта. І дякуючи Духу Святому, я це зрозумів, дякуючи Духу Святому, я просто, Бог мені відкрив, що Він мене любить, і такого конвенції, що я особа, що я індивідуальність, що я попросту той, не маю такого, не то, що я хвалюсь, да, кожен із нас, кожен из нас повинен об этом, да, радоваться и тешиться, что он особный, да, он такий, ну, шедевр Божий. И это так само, это свідчення Бога, да, ми повинні бути свідченням, да, свідчити Пані Богі. І
святое, да, вось, Святое Писание, оно сведчыць, скажем, о тым, што об этой мужности, что апостолы, святой Яков перший, да, он принял смерть, да, ось, так само свидетельство апостолы не только имели моц Духа Святого, але передавали ее іншим. Ось установление, да, це Бог жадає, каб Дух Святой передавался іншим, да. Читаем у Деяниях апостолов, что Филипп, диакон, это не был апостол, был диакон, пришел в город Самарийский и проповедовал им веру в Иисуса Христа. Великая колькость людей уверила и приняла святое хрещение. Праз некий час пришли у Самарию апостолы Петр и Ян и молились за их, каб могли атрымаць Духа Святого. Тады ж усклали апостолы на их руки, и они атрымали Духа Святого. Это Деяния апостолов 8 раздел, 15 и 17 верши. Да, проповедовал, обвещал диакон, да, он был моцный, он, да, он был моцный так само, Духа Святого имел, моцный Духу Святым был, чинил чуды, да, там злые духи выходили из этих там самарян, или, да, кем, але имели справу апостолы. Я вже казав, да, є традиція ось сходня і заходня, сходня традиція святар уділяє на всі три сакраменти, хрост, конфірмацію, миропомазання, да, ось, намощення, але безмивання, так само і святую комунію. У костюлі ось римським є інша ситуація. Чоловік может святар, как ему даст дозвол бискуп, ординарий, может, а так само только есть это прерогатива бискупов, да. Бискуп звичайно является распорядчиком этого сакраменту. Як апостолы пришли, апостолы, бискупы, скажем, последовники апостолов пришли, да. І менавіта гэта для самарянаў была канфірмацыя, умацнение, да, іх умацаванне хрещеных веры, удзяленнем Духа Святого. Гэты сакрамент апостолы удзялялі праз малітву складання рук на галаву канфірмаванага. Об этом таксама будзем размаўляць яшчэ о знаках. Вось. І то, что катехизм пишет, Акапит 12, об этом установлении 1289, очень с ранних времен, чтобы лучше знаменовать дар Духа Святого, к возложению рук присоединялся помазание благодатным маслом. Да? Это помазание знаменует звание христианина, которое означает помазанник, и ведет свое начало от самого Иисуса Христа, которого Бог Духом Святым и силой помазал. Деяния апостолов 10:38. Обряд помазания существует до сих пор как на Востоке, так и на Западе. Вот. И поэтому он на Востоке называется миропомазанием, по-гречески хризматон, что означает помазание, или мирон, мира. На Западе называется конфирмация, укрепление. Предполагает, что это таинство одновременно поддерживает крещение и укрепляет крестильную благодать. Вот такое, то, что было так установлено было, и то, что были, скажем, это что это сакрамент это дае. Я уже сказал, что сегодня этот сакрамент звичайно уделяют бискупы, які являются, скажем, наследниками апостолов, з дозволу так само небезпеки смерти, может уделить это святарці для крещения дорослых. И тому, скажем, это вельми важно, да, вельми важно, мы уже казали о знаках и так далее, что в час Святого Хресту. Наступным разом поговорим с вами о знаках и обрядах безмывания,
Так само еще будет Дух Святой нас освячает, да, Дух Святой о святости поразмовляем, но это особная катехеза. Но вот цикл постараюсь, може, і як пан Бог дасть, то може 7 этих катехез, 7 даров Духа Святого. Як будем ось на плодах конфирмации размовлять, то об этом постараюсь так само вам расповести. Дякуем за то, что вы были супольно з нами, за то, що слухаєте Радіо Марія. І прошу так само о підтриманні гэтай вельмі добрай справы. І 1 ліпеня запрашаю вас на молитву у парафії Богородицы Опекунки сем'яў. Это неделя, 18 гадзін на молитву для тых, хто хоча заснаваць хрысціянскую сям'ю, а таксама праз заступніцтва Богородицы Опекунки сем'яў, хто хоча мець дзяцей. Аграгарадок Ждановича, вуліца Леніна, не 1. Дякуем за увагу. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амінь. Дякую вялікі вам, ксёндз Александр, за катехезу. Пахвалены Єсус Христос. На векі вечныя. Амінь. Калі жыццё зачыняе дзверы, Бог адчыняе вокны. Слухай Радыё Марыя.